Большой зал Республиканского дома дружбы народов на один день превратился в центр коми-пермяцкой культуры. Женщины тянулись к столам с вышивкой и плетением поясов, дети осваивали берестяное ремесло. Самая большая очередь выстроилась к гончарному кругу. Все хотели попробовать своими руками сделать горшочек. Мастер, говорит, даже не ожидал такого интереса к поделкам. Знал бы, привез бы больше материала. Главное это вообще не спешить. Даже если профессионал, он, если поспешит, все на смарку пойдет. Горшочки, зверюшки, птицы. Слепить такую красоту Ивану Конюкову, потомственному гончару, ничего не стоит. Говорит, на идею уходит больше времени, чем на ее воплощение. Сам он у гончарного станка с 5 лет. Любовь к традиционному ремеслу унаследовал от отца. Папа у меня, я тоже керамист. Папа мой тоже керамист. Он работает не переставая. А я могу за пару месяцев все выдать, а потом мне надо отдохнуть. Набрать новых идей, переосмыслить, посмотреть, что вышло, что нет. А на этой площадке мастера слова, поэты и прозаики, пермяки и коми. С творчеством гостей жители республики уже успели познакомиться. Февральский номер журнала «Войвов Куджев» был полностью посвящен коми-пермяцкой литературе. Среди напечатанных авторов Василий Кольчурин. Он единственный в округе пишет в юмористическом жанре. Говорит, его былички и юморески хороши только на пермском языке. С переводом на русский исчезают красота и национальный колорит. Перевести можно, но красоту слова передать невозможно. Мне предлагали писать самому на русском языке. Я писал и на коми, и на русском. И сам остаюсь недоволен. Невозможно перевести красоту выражений, фразеологических оборотов. А эта площадка, наверное, самая приятная и вкусная. На гастрономическом батле гости выставляют свои традиционные блюда. Многое из этих явств для коми-зарян тоже родные. Например, морожка, грузди, соленая рыба. Впрочем, дни коми-пермяцкой культуры еще раз показали. Наши народы похожи, близки и едины. И не только в языке и кухне. Елена Кононова, Надежда Бушенева, Василий Янин, телеканал Юрган.